Совет молодежной политики при полномочном представителе при президенте страны в СКФО не является штатной организацией. В него вошли сотрудники ведомств по делам молодежи со всего округа и наиболее активная молодежь. Начиная встречу, Сергей Меликов поделился своими впечатлениями о чеченской столице. Сейчас приехали с Рамзаном Ахматовичем на мемориал героям Великой Отечественной войны. Я хочу выразить признательность, благодарность и Рамзану Ахматовичу, и руководству республики, и тем общественным организациям, которые приняли участие в восстановлении памятников нашим погибшим воинам. Мы с вами находимся во времени, предшествующем нашей славной дате, 70-летию Победы. И в этом отношении я хочу сказать, что, наверное, по праву сегодня вот эта высокая оценка дается нашим чеченским коллегам, которые приложили много усилий не просто к восстановлению мемориалам памятным для этой даты, но и вообще к тем ритуальным местам, которые отображают нашу историю. И сегодня для нашей страны, для нас, для всех это очень важно, особенно в плане того, что есть не то, что есть, а идут прям какие-то такие активные атаки, попытки перекроить историю. За нас хотят нашу историю написать. Мы этого не должны позволять. Второе, о чем я хотел сказать, это то, что мы сегодня побывали на двух площадках. Это Дом печати и школа, которые 4 декабря подверглись нападению. Я бы не хотел, конечно, таких примеров никому желать, но тем не менее в кратчайшие сроки восстановленный объект, который является информационным центром Чеченской Республики и центром пропаганды, осуществляющей идеологическое противоборство технологиям, которые сегодня пытаются внедриться в нашу идеологическую среду, наверное, это разумно и стратегически правильно. Ну и школа. Дети только неделю не были, не находились в своих классах. А после каникул зимних они пришли в новый класс. Когда мы говорим о кризисе, когда мы говорим о каких-то экономических там вещах, можно понять, что на самом деле кризис присутствует, наверное, не в экономике, не в финансовых сферах, а в разуме некоторых людей, которые на сегодняшний день не способны определить приоритетные направления и не способны на сегодняшний день, значит, оценить важность тех или иных проектов. Здесь, в Чеченской Республике, в Грозном, этого нет. Если бы сегодня эта школа представляла собой кострище и пепелище, наверное, вот это кострище и пепелище, оно бы гораздо печальнее сказалось на развитии нашего Северного Кавказа, нежели скачки курса доллара, цены на нефть и так далее. Рамзан Ахматович, вам, вашим коллегам хотел бы еще раз выразить благодарность, признательность за правильную оценку ситуации и за то, что вот эти вот мероприятия были своевременно, правильно выполнены. Что, кстати говоря, и послужило оценкой деятельности руководства Чеченской Республики президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Участников заседания поприветствовал и глава региона Рамзан Кадыров отметил, что вопросы молодежной политики являются приоритетными в деятельности руководства республики. И в это направление включены все органы власти. Вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания сегодня имеют первостепенное значение. Наша Родина переживает непростой период. Мы находимся под давлением западных санкций. Спецслужбы ведут тайные игры с целью подчинить Россию своим интересам. Но все эти вызовы и угрозы обречены на права, потому что во главе Российской Федерации стоит истинный патриот, национальный лидер, президент Владимир Путин. Это человек великого мужества и железной воли, который вывел Россию на уровень сверхдержавы и заставил мир считаться с ее интересами. Сегодня весь народ сплотился вокруг президента Путина. Даже на Западе, те за США, он признан самым популярным политиком мира. Как отмечал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, единое общество способно решить проблемы любой сложности. Примером этого является наша республика. За короткий срок она стала самым стабильным, безопасным и динамично развивающим регионом России. В Чеченской Республике уже 2 года идет реализация единой концепции духовно-нравственного развития подрастающего поколения. В ее основе лежит воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к родине, уважение к ее истории, традициям и верованиям.
Большая работа ведется по противодействию терроризму и экстремизму, искоренению таких неприемлемых для нашей культуры явлений, как наркомания и алкоголизм. В эту работу вовлечены все органы власти, общественность, религиозные и молодежные организации, творческая и научная интеллигенция. Уверен, именно такой системный подход поможет достичь высоких результатов в реализации молодежной политики в СКФО и России в целом. Нам нужна здоровая, духовно зрелая и социально активная молодежь. Это и есть гарантия стабильности и благополучия России. Я еще раз хочу поблагодарить вас, Сергей Ильич, за то, что вы решили провести такое важное мероприятие у нас в республике. Мы очень много делаем и стараемся делать для реализации молодежной политики, для того, чтобы объединить молодежь, чтобы они смотрели в правильную сторону, чтобы побольше привлекать их в социальной жизни, там, экономической, политической, спортивной, культурной. У нас работают все направления. Первый, так сказать, молодой парень, который принял Ахмад Хаджи, это Мурад наш, министр Тагиев. И с тех пор у них однозначная позиция – это направление против борьбы с терроризмом. Чеченцы никогда не были террористами, экстремистами. И это нам навязали, и мы доказывали тогда, что это абсолютно неприемлемо для нас. Все ярлыки навешаны, придуманы против нас. И в этом нам всегда помогала молодежь. Вот сегодня, если взять сегодняшнюю ситуацию, послевоенный регион, отток молодежи даже в горы, так скажем, или Сирии. У нас самые там, знаешь, низкие цифры. Это нас не радует в том, что у нас хоть один ушел куда-то или там занимается не тем, чем он должен заниматься. И поэтому мы, используя, так сказать, бесплатный институт нашей обычаи, традиции, религии, стараемся так, чтобы молодежь в конце концов поверила в себя, и они верят, и они знают, что будущее и настоящее в их руках. Поэтому я думаю, что опыт той работы, который разрабатывали сами молодые люди в Чеченской Республике, будет помогать сегодняшнему совету, и мы будем делать все для того, чтобы помощь от нас была, и мы все граждане России, регионы жили дружно и в братских отношениях, как жили наши предки. Еще раз спасибо вам. Первым докладом сегодня выступил министр Чеченской Республики по делам молодежи Мурад Тагиев. Рассказал о том, что в 2014 году в мероприятиях, проведенных министерством совместно с другими ведомствами, приняло участие более 120 тысяч молодых людей. Они касались разных сфер жизни общества – религии, культуры, спорта, духовно-нравственного и патриотического воспитания. Начало этого года ознаменовалось новыми вызовами, но я уверяю вас всех, я думаю, вы все со мной согласитесь, что те цели, пути, задачи, те векторы развития, обозначенные перед нами президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и главой нашей республики, готовы исполнить в полной мере и даже удвоить и утроить наши усилия, чтобы реализация всех поставленных задач была выполнена в полной мере. О молодежной политике и гражданском просвещении рассказал сегодня гость из Дагестана Тимур Гусаев. После этого выступил представитель молодежного движения «Соборяне» Игорь Кочубеев, который рассказал о казачьих инициативах молодежной политики. Меликов отметил, что у казачьей и горской культур много общего. Говорили здесь и о проекте по развитию куначества. Отдельное внимание уделили подготовке к празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кто не связан с Великой Отечественной войной в памяти своих предков? Нет таких людей, да? Давайте мы сначала приведем в порядок собственную память. У кого-то дед, у кого-то прадед дарил нам жизнь сегодняшнюю, у кого-то близкие родственники, у кого-то родственники дальние. Трагическую страницу в жизни народов Кавказа 23 февраля нужно рассматривать в том числе и так, что безвинно пострадали, в том числе и защитники Отечества. Кто-то штурмовал Кенигсберг или Берлин, а его семья в это время уже находилась в ссылке. Но он же при этом остался защитником Отечества. Я говорю, тут, понимаете, вот сильнее патриотов, чем на Кавказе, нет нигде в мире. Потому что столько перипетий исторических пережили народы на Кавказе, и при этом остались верны и России, и Родине, и Отечеству. Возвращаясь к вопросам о проведении молодежной политики, руководитель администрации главы правительства Республики Магомед Даудов отметил, что хотя многие организации со всего округа и ведут борьбу с экстремизмом, наркоманией и другими негативными явлениями, нужно четко определить направление этой деятельности. У нас самая большая проблема, можно сказать, в России – это отток
нашей молодежи в Сирии. У нас, по последним данным, больше 3000 молодых наших ребят участвуют в Сирии. Вот. И мое такое предложение. Мы недавно круглый стол в Грозном провели с участниками, так скажем, этого движения. У нас человек 9-10 оттуда вернулись. У нас это большая проблема. Почему? Потому что они наши бывшие одноклассники, соседи, из нас. И скоро, хотим мы или не хотим, или постараются вернуться сюда. Я не думаю, что, как говорится, безнаказанными вот эти поступки не будут. Вот в этом направлении мы могли бы посодействовать, собрать вот молодежь, и могли бы вот такую встречу в Грозном провести. На самом деле это очень серьезная проблема. Мы ее как бы даже вот с учетом ее серьезности, да, я считаю, что она заслуживает отдельного внимания, но коль такое предложение поступило, необходимо, наверное, к этому вернуться. Представляете, 3000 молодых ребят, им, ну, как правило, до 30 лет, а то еще и моложе. Мы 3000 молодых ребят потеряли. Они сюда либо не вернутся, или лучше бы они сюда не возвращались. Потому что это люди, которые присутствуют при казнях заложников, при уничтожении христиан, при сожжении мусульманского летчика в Иордании. Это вообще дикие вещи, да? Мусульмане сожгли мусульмане. Да. Позиционирующие себя, да, борцами за чистоту веру. Представляете, как это? Ну неужели люди, присутствующие при этом, возвратясь сюда, они смогут что, ходить по улицам, там, ездить в трамвае, да, там, торговать нам это все? Это однозначно, это уже не те, кто нам нужен здесь. Силовыми вопросами мы эту проблему не решим. Ее нужно решать до того, как она состоялась. В ходе заседания обсуждался и опыт проведения форума «Машук». Меликов отметил, что это хорошая площадка для инициативной молодежи, но нужно следить, чтобы проекты, на которые выделяются гранты, были масштабными. Здесь отметили, что «Машук» должен воспитывать управленцев разного уровня. В конце заседания полпред объявил о том, что в состав совета будет принята телеведущая и участница форума Лиза Евлоева. Девушка отметила, что для нее большая честь присутствовать на таких заседаниях. Для меня это большая честь находиться среди вас, и я вам обещаю, что буду предлагать идеи. И я в этом совете, наверное, лишь для того, чтобы напоминать вам о нас, о людях с ограниченными возможностями, для того, чтобы вы, может, даже видя мою коляску, чтобы у вас были какие-то проекты, какие-то планы, потому что все-таки нам нужна доступность, нам нужны условия, потому что, все-таки хочется жить, и я очень хочу на своем примере показать людям, что нет ограничений. Спасибо огромное. После завершения официального заседания его участники пообщались в неформальной обстановке. Аза Исаева, Халид Мовсаев, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.